Пара штрихов и соглашение о сотрудничестве между Ингушским государственным университетом и Министерством здравоохранения Камчатского края подписано. Знаменательный день для двух регионов России. Новый регион, освоить новые возможности, получить замечательный опыт, поработав год, два, три, и вернуться в республику с новыми компетенциями, как сегодня говорят, с хорошим уровнем квалификации. Это то, что очень востребовано и недостает нашей республике. В этом смысле мы очень благодарны вам. Мы будем продолжать с вами сотрудничать. Соглашение подписано, и это не только какие-то обязательства, но и прежде всего большие возможности. Новое соглашение откроет новые пути и возможности. Сотрудничество позволит нашим студентам-медикам продолжить свое обучение в ординатуре, а также обеспечит им возможность трудоустроиться в медицинские организации Камчатского края. А это 9 стационаров, 6 здравпунктов и 5 поликлиник, одна из которых детская. Обучение по специальности, обучение по ординатуре и в том числе и передача опыта. Мы были очень рады, если увидеть уважаемых преподавателей, уважаемых профессоров в Камчатском крае. Точно так же мы готовы приезжать своими специалистами, мы готовы обмениваться опытом. И по большому счету задача у нас одна. А задача очень простая, но при этом очень важная. Это здоровье нашего населения, это здоровье их близких, это здоровье нации, как бы это ни звучало. Сразу после подписания гости провели встречу со студентами университета, ответили на все вопросы учащихся. Для Ингушского государственного университета это первое такого рода соглашение, заключенное университетом и целым краем. Для выпускников это отличная возможность трудоустроиться. Данное предложение мне очень понравилось, так как в первую очередь это высокая зарплата, конечно, идет. Также они говорят, что идет погашение арендной платы. Конечно, для ингушской девушки уезжать на такое дальнее место, конечно, невыгодно, но для парней, мне кажется, это очень выгодное предложение. И можно рассматривать многим студентам. Больше всего будущих врачей интересует качество и условия жизни в городах, возможность карьерного роста. Ребятам рассказали, что в случае трудоустройства на работу одного из супругов руководством Минздравом в этом вопросе будет оказана посильная помощь и второму. Я как семейный человек рассматриваю их предложения, потому что устраивают жилищные условия, а также направление в ординатуру. Всего направлений 22, а это значит, у ребят помимо приятных условий работы есть возможность выбора специальности на ординатуре. Я очень рад, более того, горжусь, что выпала такая возможность. Я уверен, что мы, безусловно, продолжим сотрудничество, мы, безусловно, будем менять здравоохранение к лучшему и однозначно изменим качество жизни и доступность медицинской помощи. Причем не на уровне одного какого-то субъекта, а вообще при помощи этих ребят, которые сегодня были, сможем изменить здравоохранение России в лучшую сторону. В Ингушском государственном университете стараются заинтересовать студентов и сделать их студенческие годы продуктивными. Различные командировки, стажировки и обмен учащимися. Все это сделано, чтобы повысить качество образования в республике. Хава Гагиева, Исмаил Кориков, Новости 24.